Президент России Владимир Путин за 2 дня подписал 84 закона, которые были приняты Госдумой и одобрены Советом Федерации на последних заседаниях в 2024 году. Всего за 2024 год глава государства подписал 563 закона. Путин подписал закон об увеличении сразу нескольких штрафов за нарушение ПДД. Увеличился срок заключения за вовлечение несовершеннолетних в совершение особо тяжких преступлений. Уголовная ответственность теперь также грозит за повторную продажу вейпов несовершеннолетним. День сдачи крови станет для студентов-доноров выходным. Детей мигрантов без знания русского языка теперь не будут принимать в российские школы. Путин подписал сразу несколько законов, направленных на поддержку участников специальной военной операции. С осени 2026 года маркетплейсы будут публиковать на карточках товара ссылки на сертификат соответствия, чтобы подтвердить его качество. Город Ростов в Ярославской области переименуют в Ростов-Великий. Закон о зачислении доходов иноагентов от интеллектуальной собственности, процентов по вкладам, продаже и аренды недвижимости, транспорта на спецсчета. Ими можно будет воспользоваться после снятия иноагентского статуса. Закон о временной приостановке статуса террористической организации. Он позволит исключить Талибан из списка организаций, запрещенных в Российской Федерации. Закон о расширении оснований для включения граждан в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга с 1 июня 2025 года. Теперь туда будут включать за преступления по мотивам политической ненависти. Закон об ужесточении наказания за вооруженный мятеж до пожизненного срока, а также введение новой статьи 276.1 для иностранцев, оказание помощи противнику против безопасности Российской Федерации и уточнение формулировок в статье о госизмене. Теперь может считаться добровольная помощь противнику. Закон, который распространяет на добровольцев уголовную ответственность за преступления против военной службы. В их числе неисполнение приказа, сопротивление начальнику или насильственные действия в его отношении, самовольное оставление места службы, дезертирство, уклонение от службы путем симуляции болезни, умышленное уничтожение военного имущества и добровольная сдача в плен, отмена возможности освободиться уголовно-досрочно осужденным за терроризм, участие в террористическом сообществе и вооруженный мятеж, закон об уголовной ответственности за вовлечение детей в преступную деятельность через интернет, до 6 лет лишения свободы, закон об освобождении врачей от уголовной ответственности за оказание небезопасных услуг, статья 238 УК РФ, если они связаны с оказанием медицинской помощи. ФСИН получит право доступа к врачебной тайне педофилов без их согласия для контроля за применением принудительных медицинских мер. В День Победы и другие памятные даты можно будет транслировать и исполнять военные песни бесплатно, без отчислений за авторские права. Список таких песен опубликуют позже.